Ну, Псковская область, регион достаточно типичный для российского северо-запада, то есть регион такой, в общем, усилен, довольно протестный, при этом эта протестность в случае с Псковской областью все исторически носила скорее не коммунистический характер, ну, как бы, что характерно для многих приграничных регионов. То есть, ну, напоминаю, что это был единственный регион, где губернатором был избран представитель ЛДПР в 90-е годы Евгений Михайлов, да, уже давным-давно бывший губернатор. А в дальнейшем позиции КПРФ, надо сказать, что в регионе выровнялись несколько. Позиция ЛДПР как раз наоборот, на фоне того, что в дальнейшем губернатор Михайлов перешел в Единую Россию, как бы ослабли, его, в принципе, является сегодня не сильно выдающимися. Но надо сказать, что вообще, когда мы говорим про российские регионы, в российских регионах всегда огромную роль играет роль личности. Да, то есть важны не партии, важны не бренды, а важна личность. Вот. И мы знаем, что конкретные политики могут за счет своей личной харизмы вытаскивать определенные бренды политические, которые на федеральном уровне могут быть совершенно неуспешными. Ну, вот если говорить про Северо-Запад большой, да, вот есть, скажем, феномен Михаила Чесалина и Игоря Рудникова в Калининградской области. Партия «Патриоты России» на федеральном уровне никогда не добивалась ничего, а в Калининградской области несколько созывов представлены в областной думе за счет вот личного фактора конкретных людей. То есть, ну, Чесалина в первую очередь, да, ну и Рудникова, который сейчас уже не депутат и находится где-то в эмиграции за границей. Или, например, Карелия, да, фактор Василия Попова и Яблоко. И, соответственно, Псковская область, фактор Льва Шлосберга, который во многом за счет личной харизмы превратил Яблоко в одну из 5 крупнейших политических сил. То есть, по сути, скажем, в Псковской области пятипартийная система была, да, последних 2 электоральных цикла, Думская четверка и 5-я партия, это Яблоко, во главе с Львом Шлосбергом. Надо сказать, что вот знаю Льва Марковича достаточно давно, ну, наверное, почти 25 лет. Я когда работал в «Яблоке» в середине 90-х годов и до 2000 года, я, например, могу сказать, насколько этот человек за эти годы изменился. Да, то есть, как человек, который изначально был не публичен, который, в общем, воспринимался скорее как такой советник, технократ, да, как бы там при власти, при мэре, там, при ком-то еще, в дальнейшем стал яркой политической звездой, способный создавать команду, хотя я вспоминаю, как я приезжал в Псков в году 97-м, пытался найти, следовать какой-то команду, но казалось, что вот если Маркович, и больше нет никого. Да, вот прошли годы, и люди появились, и депутаты, и причем, что интересно, уникальный случай, когда Яблоко во многих районах Псковской области получало около 30% голосов, а на федеральных выборах Яблоко в этих же районах получало менее процента. То есть это говорит о том, что личность имеет огромное значение. Вот, но вот на этом фоне протестном, ну, как бы, с одной стороны, оказалось, что вот за счет вот этой личной харизмы Шлосберга Псковская область с точки зрения конкуренции выглядела вот именно благодаря его личному участию несколько выше среднего, ну вот, грубо говоря, там период с 2011 года примерно, да, политический, то за последние несколько лет мы наблюдаем регресс. Причем этот регресс, он очень хорошо ложится на губернатора господина Ведерникова. Вот, то есть о чем идет речь? Вот в этом году снова выборы в собрание депутатов Псковской области. И в регионе произошла просто резкая резкое секвестирование, да, значит, количество депутатов, 44 депутата в нынешнем собрании, будет только 26. То есть Псковская область у нас после выборов будет иметь самый маленький региональный парламент из всех российских регионов, если не считать там 2 небольших округа, Чукотку и Ненецкий округ, но там избирателей по 30 тысяч, а не меньше Псковской области, там почти в 10 с лишним раз. Вот, а в Псковской области депутатов будет не намного больше, чем в Ненецком округе. Но это стыд, срам и позор. Это какое-то Александр, такое институциональное неандертальство, когда ради того, чтобы не допустить оппозицию, можно уничтожить институт. Кроме того, я бы обратил внимание, что именно Псковская область за последние пару лет стала регионом с точки зрения давления на журналистику. Если мы посмотрим списки физлиц иностранных агентов, то практически все они так или иначе, вот первый призыв тех, с кого начали этот список составлять, это люди прямо или косвенно связанные с Псковской областью. Более того, я абсолютно убежден, что персональное давление на Льва Шлосберга, которое вот сейчас завершилось его исключением из списка депутатов в Госдуму от партии «Яблоко», тоже, очевидно, имеет региональных интересантов. То есть такое ощущение, что вот сейчас в Псковской области политикой руководят совершенно неадекватные, безумные
вооруженные люди, которые ради борьбы с оппозицией готовы уничтожить региональный парламент как институт, которые готовы разгромить и уничтожить региональную прессу. И в этом смысле ситуация в регионе на сегодня, на мой взгляд, намного хуже, чем в среднем по России. И в свое время, надо сказать, что еще в нулевые годы Псковская область пыталась быть пионером с другой стороны. Да, скажем, когда, например, был тренд на усиление политических партий, партия – это структура, которая позволяет аккумулировать общественные интересы и таким образом усиливать влияние гражданина на власть. Потому что в одиночку тяжело и сложно, да? А партия – это институт, когда индивидуум, объединяясь вместе, таким образом выступает как некая сплоченная сила. И у нас с 2003 года федеральный закон сделал подсписки в регионах обязательными, до этого это было добровольно и инициативно. И на 2003 год, когда эта реформа началась, у нас было всего 4 региона, которые в добровольном порядке ввели подсписки. Одним из них была Псковская область. А тогда последним, который до того, как реформа началась, но они тогда вот ввели треть. Было 33 депутата, добавили 11, стало 44. Извиняюсь, было 22, добавили 11, стало 33. Я уже немножко забегаю вперед. Стало 33, а потом, когда ввели федеральный закон, и он сказал, что нужно быть не треть, а половина, сделали 44 депутата. Так эта норма вот и жила с 2003 года и никому не мешала. Почему так важна численность? Численность – это возможность депутата качественно работать, потому что, во-первых, это вопрос дееспособности парламента. Чем меньше депутатов, тем легче им манипулировать, тем легче на них давить, легче подкупать. Вот. Есть некий порог численности, за которым властям намного сложнее обрабатывать депутатов. 26 депутатов, которые будет сейчас, это просто стыд, срам и позор. То есть из них будет только 13 по спискам, 13 по округам. Округа будут огромные по площади, да, то есть по несколько районов каждый округ. Как депутация будет нормально работать со своими избирателями. Я уже молчу про то, что с точки зрения даже профессионализма, то есть когда количество депутатов, которые могут работать на штатной основе, Псковская область тоже абсолютно дурной пример, как количество депутатов явно незначительно. А почему это так важно? По нашему закону большинство депутатов – это общественники. То есть они должны заниматься депутатской работой в свободное для основной работы время. То есть там где-нибудь отпахал, не знаю, там на производстве или где-то еще, приходишь домой, а вспоминаешь, что ты еще и депутат. И перед сном пытайся читать закон, да, и пытайся смотреть на эти графики, на циферки, писать свои проекты там, и так далее. Это страшно тяжело. Именно поэтому, начиная с начала 90-х годов, когда шла речь о реформе региональных парламентов, речь шла о том, что они должны быть профессиональными. То есть люди должны иметь возможность спокойно, вдумчиво тратить на это основное время, чтобы это было не штамповочным цехом, когда у депутатов даже времени нет прочитать проекты администрации, а чтобы депутаты имели возможность ознакомиться, заказать экспертное заключение, написать собственный законопроект и так далее. И тогда действительно такой парламент власти не нужен. И мы видим, что сейчас происходит абсолютное выхолащивание региональных парламентов. Если, скажем, 20 с лишним лет назад Псковская область была одним из тех регионов, который пытался, наоборот, пойти по пути превращения парламента регионального в настоящий, то вот сейчас Псковская область пионер в абсолютно противоположном тренде, его уничтожение практически под ноль, и численного, и профессионального. Кстати, я хочу напомнить, что Льва Шлосберга уже изгоняли из депутатов после знаменитой статьи по поводу псковских десантников и так далее. Поэтому мне кажется, что я не знаю, чем это мотивировано, либо личными какими-то убеждениями господина Ведерникова, либо его какой-то команды, либо какой-то мстительностью, не знаю чем, но Псковская область сегодня – это абсолютно чудовищный пример того, как делать не надо. Потому что когда регион бедный, депрессивный, когда человеческий капитал имеет огромное значение, создавать стимулы, чтобы люди, которые могут чего-то добиться и хотят, из региона просто уезжали, это абсолютное безумие. Это политика на деградацию, уничтожение территории, которой ты руководишь. Это я прямо говорю господину Берникову. Сегодня он работает на уничтожение Псковской области как региона, который может чего-то добиться.